Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания на любовь. И звучит она так. Кем вы были для загаданного человека и кем вы станете для него в будущем? Пожалуйста, настройтесь на гадание. Посмотрите на песочек. Подумайте о любимом человеке, о том, кто вас интересует. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Назовите по имени и спросите, кем я для тебя была и кем я стану для тебя в будущем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы, послать самую важную и нужную информацию для вас. Итак, кем вы были для загаданного человека? Кем вы были для загаданного человека? Как интересно. Так, мои дорогие, кем вы были? Ну, самой желанной, понимаете, тут человек вас желал. Желал он вас во многих аспектах, во многих ракурсах. Вы, конечно, извините за слово, но я буду говорить так, как я вижу. Он считал вас очень ресурсной, понимаете, и здесь не в плане материальном, что вы там какая-то богачка, да, и он хотел за ваш счет. У кого-то, может, и так было, да, но большинства он видел какие-то ресурсы в плане, может быть, и возможностей, в плане ваших чувств, того, что у вас есть, того, чем вы располагаете. Может быть, там считал, что благодаря вам он может где-то заякориться, зацепиться, там, по работе продвинуться. То есть, честно, он вас рассматривал вот с выгодной точки зрения, понимаете? Вы его, как женщина, очень сильно тянули, прям привлекали, он там сгорал в пламени страсти к вам. И тоже вот с момента, знаете, как комбо какое-то, да, как человек выиграл лотерею, и умная, и красивая, и плюс еще может там меня куда-нибудь пристроить и мне в жизни помочь. То есть вот такая была ситуация. Кстати, кого-то мужчина рассматривал и в плане ресурсности, чтобы там ребенка родила, да, может он старше, вы младше, там нужна ваша молодость, ваши жизненные силы, да, мужчина, например, с кризисом среднего возраста, такая тоже идет ситуация. Но, чтобы вы понимали, мужчину этого вы очень сильно к себе притянули. Вы его зацепили. Он на вас залип. Да, может быть, чувства его были не совсем глубокими, может, где-то они были легкими, может, даже поверхностными, но, тем не менее, чувства у этого человека к вам были 100%. В этом не нужно сомневаться, не нужно вот там из-за этого переживать. У кого-то я вижу прям треугольник, понимаете, треугольник был. То есть, возможно, мужчина, например, женат был, да, просто тут еще два треугольника, здесь треугольник, может быть и с вашей стороны, и с его стороны, много людей будут смотреть это гадание, поэтому я так понимаю, что мне высшие силы показали вообще все возможные варианты. Ну, спасибо на этом, конечно, будем сейчас озвучивать. Вы, мои дорогие, понимаете, что это гадание общее, может не у всех отыграться, либо не полностью, и уже пытайтесь себе выудить ту информацию, которая вот для вас идет. Что я хочу вам сказать? Я вижу, что человек вас добивался, человек придумал какие-то хитроумные планы, да, назовем их так, чтобы вас закадрить, зацепить, сделать своей. То есть у него была цель, чтобы вы влюбились. Влюбились, причем так без памяти в него. И ну, он вас к этому подталкивал, понимаете, он вас к этому подталкивал. Я вижу даже, что, может быть, люди, которые вам доносили какую-то информацию и говорили, что присмотрись, это вообще не твой типаж, это не твой человек, это человек слишком хитренький, да, это человек себе на уме. Возможно, вас предупреждали. Особенно вот родители, да, вот родители, тут и друзья могут идти, там подружки верные, ну и родители. Очень сильно я вижу женщину-мать, которая очень сильно переживала, даже слезы лила. Она, может, даже и в храм обращалась. Вот такая идет ситуация. Но что я хочу сказать? У вас отношения, они как бы шли, и все время как будто бы заходили в какой-то тупик. Я уж не знаю, почему так происходило, но как будто бы не было им хода. Да, вроде как он там любит, вроде он там проявляется, и вы к нему, да, и тут раз, два, три, и вы остановились. Остановились, потому что перед вами глухая стена.
куда идти, куда двигаться, вообще непонятно. То есть такие ситуации тупиковые. И они происходили вообще постоянно, постоянно, сплошь и рядом. У вас даже вот действительно было сомнение, действительно ли мы должны быть вместе, действительно ли мы судьба друг друга и вообще, что происходит между нами. Мои дорогие, что хочу сказать. Здесь, конечно же, мужчина. Мужчина косячил, мужчина подводил такие ситуации, потому что он для себя не мог определиться, кто вы для него и что вы ему должны, например, нести. Любовь, нежность, радость, либо свои ресурсы и свои возможности. Знаете, вот прям такой вот он. Он искал свои выгоды. Извините, я вижу, как вижу, да, и говорю то, что вижу. Он искал свои выгоды. Здесь у нас листик клевера. Он искал выгоды, он искал легкой жизни, он искал удовольствия и радости, понимаете? Удовольствия и радости он искал. Не стабильных, крепких отношений, а удовольствие и радость. Вот это было для него важнее всего. Понятно, да, что когда молодая красивая девушка, например, отдается какому-нибудь мужчине в возрасте, да, то он себя чувствует прям героем, да, либо когда девушка-женщина помогает мужчине там финансово, дает ему там жилье, кров, какую-то помощь оказывает, тоже то же самое, он чувствовал себя просто вот самым прекрасным волшебным мужчиной, которому вот видите, как такая прекрасная девушка себя полностью отдает. Ну, что хочу я вам сказать, у него какой-то есть секрет в прошлом что-то он такое делал. И он этого очень сильно стесняется. Понимаете, тут такая тайна вот именно связана с его стеснением. Он боится, что вы узнаете, он боится вообще, что кто-либо узнает про эту тайну. И он ее очень сильно бережет. Почему не шел на такое близкое сближение? Потому что боялся, что кто-то обнаружит его тайну, что узнают. И, то есть, понимаете, прийти к вам и сблизиться, это значит впустить свою душу, впустить свое сердце. А он этого действительно побаивался. Я вижу цветок страсти в ваших отношениях. И кроме этого цветка, в принципе, даже вот нигде сердечко не выскочило. То есть все держалось на страсти с его стороны. Понимаете, на страсти, причем страсть это была как эмоциональная, так и страсть алчная. Извините, но тоже говорю, как я вижу. Вот так вот все было. И особой серьезности в его отношении к вам вообще я не вижу. Я не вижу. У него все легко. У него все легко, по волнам попрыгал, да, и к чему-то таки пришел. Понимаете, он какую-то власть над вами имел. Он мог вас уговорить. Да, несмотря на то, что вы могли там спорить, ссориться, расходиться, сходиться, он умел вас уговаривать. То есть он на вас влиял, да, гипнотизировал вас. Я уж не знаю, что у него за талант, но вижу, что человек вас реально как-то гипнотизировал. Так, давайте теперь посмотрим, кем вы станете для него в будущем. Кем вы станете для этого человека в будущем. Кем вы станете для этого человека в будущем. О, так, ну в будущем тут, мои дорогие, так идет. Здесь будет конкуренция. Конкуренция за вас. У вас в будущем будет два. Еще один человек появляется в вашей жизни. Человек очень большой. Но он пока не проявился, да. Может, даже он уже появился, но пока в вашу сторону он не проявился. Он пока в горизонте лежит, но очень крупный, очень. И у вас будет выбор между двумя путями, между двумя людьми. То ли вы пойдете с новым человеком, да, который проявится, то ли пойдете вот со своим, который никак не определится, кто вы для него, да. Тут, конечно, будете решать и выбирать вы. Честно скажу, эти пути, они похожи. И, в принципе, к одному и тому же ведут. Ведут они к браку, вот к заключению союза. Да? У кого-то это будет официальный брак, вот как полагается, с церемонией, а у кого-то это будет просто совместное, скажем так, проживание. Мои дорогие, я вижу вас вот центром Вселенной и центром сердца. Сердце двух мужчин, двух сразу. Не одного, не этого вашего, которого вы загадали. Вернее, его и еще одного. То есть два мужчины сразу вас любят. Сразу вас любят и сразу вас претендуют. И, кстати, вот этот момент конкуренции, он очень сильно повлияет на вашего мужчину. Очень сильно повлияет. Он действительно испугается, что вас там заберут, уведут. Он станет более активным. Но, понимаете, еще раз говорю, у него есть какая-то вот, тайна, какой-то секретик, который он прячет. Вот он, видите, вот он склонился, он закапывает в землю свой секретик.
То есть вот этот секретик не позволяет ему более активно в вашу сторону проявляться. Да, он будет со всех сил вас добиваться, да, он будет там вам, не знаю, там признаваться, там, под луной, там, стихи читать, песни петь, подарками задаривать, но до конца он не раскроется. Каким он был по отношению к вам, да, в каких-то моментах странным, в каких-то моментах он просто терялся, да, уходил в себя, таким он и останется, потому что секрет этот он вам не озвучит. Разве что вы сами узнаете и ему в лицо об этом скажете. Но что я вижу для вас очень хорошее, что мне, во-первых, очень нравится. Я вижу, что здесь у вас такая красивая женская туфелька на каблуке, она у вас вышла справа, и это мне говорит о том, что, во-первых, вы на пути к своему женскому счастью, первый момент. Второй момент, то, что вы будете себя менять, вы будете становиться краше, 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 вам захочется светить, блестеть, сиять, да, вам захочется привлекать больше внимания и... Понимаете, вы будете получать удовольствие от того, что сразу два мужчины на вас залипли, и сразу два мужчины вас добиваются. Мои дорогие, что я хочу вам сказать по этому песку? Я вижу, что вы без пары не останетесь. Вы выберете либо одного человека, либо другого. Кого вы выберете, я не знаю. Я в этом песке... Я вижу равнозначную ситуацию, понимаете? Но я вижу, что вы при человеке, и вы в своем собственном доме. Понимаете? У вас ваш дом будет, и будет ваш любимый человек. Если вы выберете своего этого любимого человека, который с тайнами и секретиками, ну, как его только принимать можно, потому что сам он раскрываться не может. Он очень сильно стесняется и переживает за свои тайны и секреты. Если вы выберете другого человека, там будет совершенно другая история, просто совершенно другая. Пока на данный момент идет именно так. Судьба еще не предопределена. И есть возможность, вариабельность, да, либо вы выберете того, либо этого. Тем не менее, что я хочу сказать? Вот главное, что я вижу в этом песке, то, что вы при своем доме и то, что вы в паре. Вы человек в паре со своей половинкой, с тем человеком, кто ваш спутник по жизни. Вот это замечательно. Желаю вам, мои милые, чтобы так все и было, чтобы вы наконец-таки обрели свое счастье, были желанной, любимой и не только ресурсной, но и самой лучшей, самой лучшей. И чтобы не кто-то думал о ваших ресурсах, а чтобы человек старался для вас добывать те самые ресурсы. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.